и сыновья и дочери Ростов-Дон полегли, освобождая нашу столицу, город Вильнюс, 79 лет тому назад. И освобождение города завершилось как раз 13 июля 1944 года. Через год, все держитесь, будем отмечать 70-летие. А теперь, поскольку погода не очень позволяет, позвольте еще раз отдать дань памяти и глубокого уважения тем 3000 похороненных у этого мемориала, на этом кладбище, воинам, которые в жестоких боях, пятидневных боях, окружив войска, укрепленные войска, окружив город Вильнюс, продолжали уличные бои, даже бои в отдельных домах, кварталах и так далее. Очень сильно был укреплен район. Это отделял западную часть противника, немецко-фашистских захватчиков, линия Лида, Вильнюс, Двинск. Еще раз благодарим павших, но отдавшим свои жизни, но сделавшим великое дело. И после взятия Вильнюса очень хорошо пошли дела, продвигаясь на запад. С взятием Вильнюса и его окрестностей даже Черчилль поздравил советское правительство с этими успехами. Поэтому поздравляю всех вас с этим днем, очень значительным не только для нашего города, но и для освобождения всей республики и дальнейших успешных боев, идя на запад, преодолевая противника. Спасибо всем вам за то, что вы здесь. 23 февраля, а 9 мая День Победы. Да, не видел я. Так я думаю, так завязанным глазом, что весь глаз заклеен. Члены Совета Новой Вильни, мой заместитель Зубакин, организация «Забытые солдаты» Виктор Орлов. Вы присутствуете в день 69-й годовщины освобождения города Вильнюса на захоронениях в Новой Вильне солдат, погибших в 41-43 годах, замученных здесь. Здесь лежит, по некоторым данным, более 60 тысяч человек. Здесь 22 надгробия. Мы удостоены чести, Новая Вильня, ветеранская организация, значит, смотреть за этим захоронением. Вот вы видите, здесь горят свечки уже. Мы все убрали, покошено здесь, красиво. И мы достойно, я считаю, смотрим за этим захоронением. Пусть они спят спокойно. И я прошу их память отметить минутой молчания. Во время Виленской операции, во время освобождения Красной Армии города Вильнюса, железнодорожный вокзал уже был взят. И поэтому железнодорожные составы уже подходились, из платформы разгружались войска, подвозились боеприпасы, амуниция, продукты питания.
И вот один из таких эшелонов, не дойдя буквально, ну тут несколько километров до Вильнюсского железнодорожного вокзала, попал под авианалет. Немецкие бомбардировщики прорвались и нанесли бомбовый удар по этому эшелону. Эшелон был уничтожен. И в составе этого эшелона находились сопровождающие. Три девушки красноармейца, которые и погибли при этой бомбардировке. В этом месте находилась воинская часть, штаб воинской части даже. Была развернута радиостанция. И вот как вы видите, то есть открывается отсюда сейчас вид туда уже на пригород Вильнюса, а с другой стороны там еще лучше виден Вильнюс. Это высота преобладающая. И в это расположение воинской части были привезены тела этих девушек. Были свидетельские показания, которые хранились когда-то в школьном музее поселка Немежи, где этот весь случай был описан. Описан он был в 80-х годах школьниками, которые расспрашивали еще в то время живых свидетелей всех этих событий. Мужчина, я сейчас не помню его фамилию, но он рассказал, он жил тогда в Рудамине, он им рассказывал, как все это происходило, как их сюда привезли, обезображенные тела, с оторванными руками и ногами, с распоротыми животами. Но здесь местные жители их омыли, привели в порядок, одели их в новенькую военную форму. И в этом месте было командованием этой части принято решение о их захоронении. Потом были установлены здесь и тумба, на которой было 3 фамилии. Дата смерти, все было. Фотография, которая хранилась в школьном музее, она очень маленькая. И прочитать имена на сегодняшний момент просто невозможно. Архивные данные полностью отсутствуют. Но память местных жителей сохранила для нас вот это место. Еще в советские времена сюда приходили школьники этой школы, убирали это место. На 9 мая сюда приносили цветы, приходили пионерские отряды и, в общем-то, об этом помнили. И память на сегодняшний день жива. В одно время школьники тогда, тех лет, а сейчас уже взрослые люди вспомнили об этом и пришли на это место, и его не узнали. Здесь все было заросшее кустарниками, травой высоченной, все было поломано. Ничего на этом месте не было. Они еле-еле нашли эти надгробия. Они подняли эти бетонные вот эти тумбочки, они сделали своими руками вот эту оградку и поставили этот крест. Сейчас опять же заросло травой. Но, по крайней мере, мы сейчас знаем об этом месте, и мы помним об этом месте, и мы надеемся, что это место рано или поздно будет облагорожено и приведено в достойный порядок, чтобы мы могли прийти, и не только мы, и те люди, которые об этом помнят, и положить сюда эти цветы, и вспомнить этих женщин, этих девушек, которые отдали свою жизнь. Тем более мы даже не знаем, откуда они. Из Украины, из России, из Белоруссии. Но они обрели свой покой здесь, на нашей литовской земле. И наш гражданский долг, наш христианский долг помнить о них и передавать эту память из поколения в поколение. Вот поэтому мы сегодня здесь. Я думаю, что за последние 20 лет вот такая делегация, в том числе и ветеранов, участников тех событий, тех боев, приехала на это место, вспомнила о них и положила на их могилу эти цветы. Это вот от ветеранов Великой Отечественной войны. Если он расстрелян, действительно, если кто-то показал, может писать, что он право и Я здесь живу. А я видела Нет, вы понимаете, я вам С этого места как раз и начиналось. То есть вот на подступах к городу эти воины и встретили сопротивление немецко-фашистских войск и отдали здесь свои жизни, еще уже не зная, то есть и не узнав, что город Вильнюс 13 июля будет освобожден. Но благодаря этим жизням, благодаря этим солдатам, все-таки город был освобожден, и они выполнили свой долг до конца. И я считаю, наверное, и вы так думаете, что эти жизни, которые они отдали свои, были
не напрасно, не напрасно. И поэтому именно сегодня, в этот день, день освобождения города Вильнюса, мы приехали, чтобы почтить их память. Пожалуйста. Ну, я тоже хочу присоединиться, поблагодарить всех здесь собравшихся за память. И чтобы у всех было бы тоже всегда все хорошо, здоровья вам крепкого. Чтобы никогда нас не постигла такая беда, как пережили вот здесь лежащие здесь воины и незнакомые нам люди. Желаю вам, вашим семьям, всего самого хорошего. И будьте счастливы, и чтобы в следующем году нас собралось еще больше. Ну, а я с своей стороны стараюсь, чтобы больше были ухожены эти наши кладбища, потому что, знаете, у нас их 7, и поочередно как-то, а район большой, начиная даже взять Неменчине, Побярже, Средоминов, просто-напросто даже и не успеваем. А я тоже человек работающий. Бросайте клич, организуем субботник, Да, соберем будем людей работать. и будем работать. Знаете, память, почему память? Потому что мои корни происходят из Шельченинского, теперь Шельченинского района. Тогда был это Эйшишский район. И мой дедушка был глава этого района. И расстрелян он был в первый день войны. То есть он утром поехал, его единственного возили в машине. Он утром поехал, как всегда, на работу. В обед вернулся. Это я рассказываю со слов очевидцев. Очевидцы еще живы. Вернулся. Прибежал к нему родственник и сказал ему: ехал бы ты, Юзас, в Матуйзы. Там к теще, там лес густой, тебя никто не найдет. А он сказал: мне не от кого прятаться. В обед в Эйшишкис были немцы, и вечером вывели семью моего папы, то есть папу, его брата, его маму и отца. И собрали сельчан, хуторян. Расстреляли только дедушку. Дедушку не давали захоронить. Он лежал 3 суток. Я предлагаю посетить наш антифашистский музей, созданный при районном совете ветеранов войны. Прошу вас. Ну, кому передаешь ножницы, чтобы отрезать ленту? Передавай. Это впервые случается в Литве. В Литве еще нигде нету такого музея. Музея, который бы осветил, показывал злодеяния фашистской Германии, которая развязала Вторую мировую войну. Злодеяния тех, которые осуществлялись здесь, в Вильнюсе. Здесь будет показано, и вы увидите, когда зайдете, что кто воевал, кто их фотографии, их другие вещи. Он скромный по своему содержанию, но он будет продолжен. Наше желание, нашей организации, участников Второй мировой войны республики, чтобы вот такие музеи открывались не только здесь, чтобы они открывались и в городе Вильнюсе, и в городе Каунасе, и в других районах. И чтобы было, ну они будут тогда открываться, если будут такие люди,
как председатель, уважаемый Рыжков. И будет такое отношение местной власти к этому великому делу. А здесь в Шальчининкае это наблюдается. Это подарок самоуправления, за которого ни копейки организация не платила. И это подарок людей, спонсоров, которые приложили многие тысячи литов, чтобы это отремонтировать, привести в порядок. Несмотря на то, что это же не город Вильнюс, что это не город Каунас, не город Клайпеда и так далее и тому подобное. Вот это радует. И наше пожелание, уважаемый председатель, чтобы двери, которые мы сейчас открыли, чтобы они никогда не закрывались для людей, для молодежи, для учащихся, чтобы всегда было здесь полно людей. Я когда выбирала, смотрела писак. Давайте сюда, сюда. Давай вот сюда. Вот эта вещь, посмотрите, как она красивая, но, значит, она от города Севастополя. В связи с 225-летием, и вот мы получили ее, организация нашей республиканской организации, комитет, но мы его передаем для вечного хранения в наш первый в республике музей от Севастополя. Спасибо. От нашей организации. И другой подарок. Очень символичный и очень красивый. Вы сейчас увидите, как он выглядит. Это подарок от города-героя Москвы. От ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Москве. Вечный огонь. И знаете что? Вот я бы желал бы вам, господин товарищ председатель, когда придет посетитель или придет школьники, придут, понимаете, здесь вот побывать и посмотреть эту экспозицию, я прошу, всегда зажгите вот это и расскажите, что это подарок ветеранов Великой Отечественной войны, защитников Москвы. Покажите, где нажимать. Есть еще один подарок, который очень тоже символичный, он красивый и очень ценный. Вы знаете, что вот если вы смотрели, так, наверное, увидели, если не увидели, так увидите. Есть и книги, которые мы выпускаем, республиканский комитет, их не так мало, в котором участвует и уважаемый председатель в выпуске, и остальные участники войны. Ну и мы выпустили уже 2 альбома. Первый раз раньше, а потом еще один о 16-й литовской стрелковой краснознаменной Клайпедской дивизии и героический путь ее по освобождению захваченными немецкими оккупантами земель, как в России, Белоруссии, так и в Литве и Латвии. Воспоминания военного юридика. Здоровья вам и успехов. Все, спасибо. Тряпочкой, рубачки натирайте.
asociacijos prezidentė ir visi gerbiami susirinkę dalyviai. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė šiuo metu atostogauja, bet siunčia jums pačius nuoširdžiausius linkėjimus, linkėdama jums sėkmės, visokeriopos gyvenimiškos sėkmės, ištvermės, žydinčios sveikatos sunkiame mūsų iš tikrųjų gyvenimo kelyje. Šiandieną pas mus labai didelė šventė. Šventė yra tai, kad Vilnius išvaduotas nuo fašistinių okupantų, kurie turėjo tikslą nušluoti Lietuvą nuo žemės paviršiaus. Tačiau jiems tai nepavyko. Ir kad mes šiandien čia esame kartu, esame labai dėkingi visiems čia susirinkusiems veteranams, kad jie, nebijodami net savo mirties, ėjo į kovą. Ir štai turime pergalę, kurią galime didžiuotis ir pasakoti savo vaikams ir anūkams. Žinoma, šiandien šventė yra didelė, bet man asocijuojasi ši šventė su liūdesiu, kadangi mano tėvelis 1944 metais, vaduodamas Liepoją nuo fašistinių grobimų, žuvo didvyrio mirtimi ir aš esu suradusi jo kapą ir ten taip pat neviską gėlės ir lanko žmonės ir tai aš labai didžiuojuosi. Ir kad aš šiandien esu čia, labai dėkinga esu jūsų karo veteranų asociacijos prezidentui, ponui Juliui, ir linkiu jam toliau neapsakomos energijos, didelio ryžto. Ir žmogus, kuris suranda proto, sielos ir kūno harmoniją. Šitą harmoniją suranda savo asociacijai ir šitą atiduoda į periferiją. Žinoma, mes visi atlikę kažkokią tai misiją šiam gyvenime, atlikę kažkokius tai darbus, mūsų jėgos senka. Ir tai, kas tobulino mūsų asmenybę, aš turiu save omeny ir savo bendraamžius. Tai iš tikrųjų artina mus, kada mes visi sustosime prie Švento Petro vartų ir kada mums už gerus darbus bus padėkota, o už blogus darbus bus atleista. Tai vat yra tokia viltis ir aš džiaugiuosi, kad šiandien gyvenu, kad turiu tokių savo bendraminčių. Mylėkime viens kitą, būkime viens kitam atidesni. Ištieskime pagalbos ranką žmogui, kuris kenčia. Žinoma, didelio optimizmo ir tegu jūsų svarūs žodžiai, skvarbios mintis būna nukreipti gerumo link. Tad siūlau visus prisiminti mūsų, prieš karo veteranus, dalyvius, aš žemai lenkiu. Этой своей победой Красная Армия вновь вернула литовскому народу его древнюю столицу. Литовские партизаны – славные сыны непокоренного народа. Их героические дела вписаны в летопись борьбы и ненависти к немецким захватчикам. Знаменательный день – это наш день, что освобождение от немецких фашистских войск литовскую территорию, Вильнюс, Шельченинский район, ну и дальше. Это вот наша, как сказать, праздник вот мы отмечаем каждый год.